Привет, YouTube! Весна, отличная погода, и спасатели Якутии начинают готовиться к паводку. А именно сегодня первая такая достаточно масштабная тренировка, а именно беспарашютное десантирование с вертолета. Все покажем, все расскажем. Подобные тренировки проводятся ежегодно и как правило, перед паводком, потому что именно во время весеннего половодья спасателям и необходимо беспарашютное десантирование с вертолета Ми-8. Потому что во время весеннего половодья бывает так, что люди оказываются заблокированным на зданиях, на крышах домов или на деревьях. И спасателям просто негде приземлить вертолет, и тогда боец, спускаясь на десантере, на тросе, оказывает помощь, поднимает его обратно с помощью лебедки, либо просто привязав его к себе, пострадавшего, переводит его на место, транспортирует его на место, где вертолет уже может приземлиться и пострадавшего можно поднять на борт. Так что это один из важнейших навыков, тем более для спасателей аэромобильного отряда. Вернемся к тренировке. В этот день тренировались в основном бойцы филиалов, то есть отрядов из Алдана, Нерюнгри, Вилюйска. Как раз бойцы из Вилюйского ПСО, службы спасения, в этот год спускались впервые, поэтому так достаточно серьезно волновались. Да, это первые спуски на Вилюйский ПСО. Вот Дунов создались, ребята только вот начинается. Готовится азы там это. И на днях мы готовились на вертолетные спуски на манеже. Ребята нормально спускались, и надеемся, что они хорошо спустятся и отлично сделают. Некоторые товарищи, которые здесь тоже в Вилюйске поют спасательные отряды, они парашютисты, и поэтому знакомы с небом-то. Но парашют и спуски вертолета совсем другое, поэтому, конечно, волнуемся. Но очень радостно, тоже интересно. Адреналин все-таки. Для начала давайте расскажу про снаряжение, которое используют спасатели для спусков. Это обвязка, конечно, то есть индивидуальная страховочная система, универсальная, то есть вверх-вниз. Для промышленного альпинизма она применяется, и спасатели. И, конечно, десантер. Вот вы видите, это такая продолговатая голубая штука, прицепленная к карабиновой подвесной системе. Это десантер, стоп-десантер фирмы Пецел, либо Вертикаль у некоторых из наших ребят. Стоп-десантер — это просто отличная штука для спусков. В нее продевается веревка, и с помощью нажатия и отпускания рычага производится спуск. Спуск производится с вертолета Ми-8. Первые спуски производятся с 20 метров. Группа спасателей направляется к вертолету гуськом, обязательно введу командира, чтобы командир вертолета видел группу спасателей, приближающихся к машине, чтобы это для безопасности, что если вертолет решит совершить тот или иной маневр, чтобы не задеть десантную группу, спасатели должны приближаться к вертолету только ввиду экипажа, а именно командира воздушного судна. Забегаем в вертолет, рассаживаемся по местам по очередности. То есть тот, кто бежит первым, выпускается последним. Тот, кто бежит последним, выпускается первым. После подъема вертолета на высоту, то есть на высоту 20 метров, первый спуск, ребята, которые выпускаются первыми, десантируются первыми, уже выстраиваются в двери, обязательно самострахуются и по очереди выходят. Стоит отметить, что за ними на всем протяжении десантирования следит выпускающий. Это спасатель как минимум 3-го класса, который имеет право работать выпускающим. Выпускающий командует вертолетчиком, запрашивает у командира разрешение на десантирование, указывает им место для зависания, допустим, чтобы зависли точно над крышей здания. Он держит связь с экипажем и следит за тем, чтобы спасатель безопасно приземлился и, что называется, сделал свое дело. Итак, вот уже и моя очередь подошла. Я подхожу к выпускающему. Он меня прицепляет к спусковому концу, отцепляет самостраховку, и я выхожу, что называется, в дверь. Обязательно скажу, что спускаться необходимо на строго вытянутых
ногах. Если выпрыгивать из вертолета красиво, как это делают киношные десантники, можно остаться без зубов, если веревка проскользнет медленнее, чем ты считал. Поэтому обязательно выходим на вытянутых ногах. Я даже люблю прохаживаться под вертолетом, как вы видели вот сейчас, чтобы убедиться в том, что я уже ушел от обреза. Далее спуск, ноги вместе, чтобы меньше крутило. И путем нажатия и отпускания рычага регулируем скорость. На приземлении я, конечно, дал маху немного. То есть приземлился на обе ноги, начал падать, не удержался и выставил руку. Выставлять руку ни в коем случае было нельзя, потому что вдруг дерни вертолет, я бы ее нафиг сломал. Ключицу или руку. А тут, ну, на то она и тренировка, чтобы учитывать такие ошибки. Отцепился, показал выпускающими руками крест, что я, дескать, на земле, и можно выпускать следующий. Видите, вот рядом со мной стоит страхующий. Это спасатель, который спускается первым. Он подхватывает конец и в случае чего может отбежать. И создав натяжение на веревке, он, что называется, спасет падающего спасателя, даже если он зажал спусковину и свистит вниз на большой скорости. Все спустились нормально, правда, после спусков. Андрей Юргин, руководитель спусков, спасатель международного класса, сказал, что: Афоня, ты дурак, не надо выставлять руку, лучше упади кулем, и это будет правильно. То есть, даже если приземлился на обе ноги и упал на бок, это у десантников не считается чем-то так предосудительным, то есть это нормальное приземление. После удачного десантирования обязательно перед следующим спуском необходимо позаботиться о спусковом конце, а именно забухтовать его. Занятие это несколько пермуторное, и поэтому мы проводим жеребьевку, кто будет этим заниматься. Раз, два, три. Нет, три. Так, погоди. 6, 8, 12, 15. От меня начинай. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Перед каждым новым спуском наше снаряжение проверяет лично руководитель учений Андрей Юргин, спасатель международного класса, как я уже говорил, потому что именно он несет ответственность. Если кто-то из нас, не дай бог, убьется из-за того, что неправильно зацепил снаряжение или пошел со треснувшим карабином, отвечать будет не пострадавший, а именно руководитель учений. Поэтому к вопросам безопасности здесь мы всегда подходим очень серьезно. Спуск номер 2 это уже высота 30 метров. Для чего мы проводим десантирование с разных высот? Потому что, допустим, в определенной ситуации с 20 метров уже нельзя десантироваться. Может быть, можно сдуть пострадавшего с площадки небольшой, на которой он стоит. И для этого необходимо, чтобы вертолет как можно меньше на него воздействовал, а следовательно был выше. Итак, 30 метров. Выходим точно так же в обрез. Спускаемся. Все хорошо. И на приземлении я делаю все правильно. А именно, приземляюсь на обе ноги, но валюсь на бок. Поднимаюсь, отстегиваюсь, показываю крест. Отцы-командиры довольны тем, что я сделал все так безопасно. Ну что, правильно приземлился? Правильно. Задание выполнил. На две ноги приземлился, упал, все нормально. Но некрасиво. Нормально. Зато безопасно. Крайний третий спуск с высоты почти 50 метров. Конец у нас длиной 50 метров. И остается его там совсем мало. То есть высота где-то от 40 до 45 метров. Все равно вертолет вверх-вниз болтает. И там плюс-минус метр, до полтора бывает. Выхожу, и тут ощущения совершенно иные. То есть высота практически такая вот, ну, знаете, вот уже совсем другие ощущения. Земля дальше, простор. Спускаясь, даже звук у вертолета меняется. И веревка ведет себя по-другому. То есть она пружинит уже гораздо больше, инерция такая уже чувствуется. То есть когда ты скорость сбрасываешь, начинаешь немного так подскакивать вверх-вниз. То есть интереснее, конечно. Приземляюсь и в этот раз делаю все красиво. То есть на обе ноги, не падая, все правильно, красиво, показываю крест. Это были крайние на сегодня спуски. Высота 50 метров.
такие тренировки нужны не только нам, спасателям, но и нашим коллегам из полярных авиалиний, с которыми мы чаще всего десантируемся. Конечно, вертолетчикам МЧС России. И каждую весну вот такие циклы у нас проходят. Я вам показал нашу самую хрестоматийную такую тренировку. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. По возможности отвечу на все вопросы. До встречи, пока-пока.